Фу, ребята, ну как-то так. Как тут заново не закуришь, когда такие дела, блин. Да не, нормально все. Не, главное сразу залез, посмотрел возле трубы, потому что фронтоны открыты. Обязательно, ребята, когда приезжаете на избу, неважно там фронтон закрытый там или открытый, возле трубы обязательно надо посмотреть, потому что все-таки тайга, птицы всякое разное гнездятся. Бывает, гнездо какое-нибудь возле печки, возле трубы сделают. Сколько раз избы так сгорали. Ну, понятно, сразу не нагревается. Вот печка-то потом не останавливается, сколько ты тут живешь. И ночью может пыхнуть. И, короче, можно сделать пожар. Посмотрел, все хорошо. Что-то думаю, ну ладно. Изморозь, что затоплю. Немножко тут марафет навел. Да как марафет, так, возле порога снег убрал. Тут даже лопаты нету, видите, ребят. Что тут говорить. Котелки все контаченные, ну, даже не помыты, какая-то лапша там прилипшая. Такое себе, короче. Ну, переночевать можно. Вопросов нет. В палатке, мне кажется, было даже более комфортнее, чем дрова привез сразу. Хотя искал, получается, лестницу, думаю, может, кто сколотил. А сзади смотрю, там 4 чурбана сухаря лежит на растопочку. Спрятали, короче. Ну, здесь я нормально привез. Здесь еще и останется. Потому что не так холодно. Нормально. Я хочу сейчас съездить, ребят, посмотреть обстановку на реке, потому что через полчаса уже будет темно. Так, поколол немножко, потом вечером все равно делать нечего. Буду подкалывать. У меня такой, ребят, режим. Что, все равно сейчас стемнеет. Тут ни интернета, ничего нету. Не заварить, не прикурить, как говорится. Ну, не позвонить. Хотя на реке там нет деления, проскакивают. Можно там и отзвониться. Но это надо километр туда выходить. Я когда в прошлом году здесь ночевал, по Бруанке аж до туда ходил. Нифига. Нет связи. Вот. Ну и потом что, приедем, что-нибудь пообедаем, уже поужинаем, наверное. У меня там тоже сегодня так, вчерашний салат Лариса Юрьевна делала. Сель под шубой. Кстати, рыбу взял. Ну ладно, ничего. И получается борщ готовый там. Пацаны подгоняли мне, готовые банки. Только разогреть. Что-то готовить прям что-то желания такого нету. Я говорю, эти праздники готовили, кушали. Диван, мороз, телевизор. По телеку ничего не показывают вообще. Так что вот, я выехал так, голову освежить немножко. Так что вот, сейчас ездим, ребят. Взглянем. Может, загарчик стоит какой-нибудь, а может на икрашку что хапнуло. Но я планирую раза 3 съездить по сумеркам. Сейчас стемнеет, вот проверимся. Потом вечером и потом уже перед сном. 9-10 может сгоняем. Как? Ну, если настроение будет. А сейчас там сидеть в этой избушке делать нечего. Там она сейчас плакать будет. Сейчас лучше закроем, пускай там все греется, протапливается. А мы поедем. Буранку накатаю, ребят, и будет нормально. Чувствуется, холодает немножко. Нормально я тут утюгом прошел с дровами. Ну, снега нету. Что это, блин, вообще?
Тайга промерзшая, ребята, мертвая. После таких морозов. Жесть. Палку же хотел вырубить, чтобы подниматься, блин. Забыл с этой печкой. О, ребят, у берега, смотрите, флаг стоит. И все. Остальное все тихо. Флажок есть, поклевка была, значит, какая-то. Да не может быть, что рыбки тут-то не было. Ну, конкретно, ребят, на харюза рассчитываем. Так, червей взял. Посмотрим. Пока, наверное, проверять все не буду. Проверю ее и экраны. Угу. А хотелось, чтобы горело все. Ну, мелочь, да. Мелочь тоже, конечно. Почему и нет. Блин, так тихо здесь, классно. Спокойно, ребят, на этой реке, конечно, блин. Тем более одному. Здорово вообще. Ладно, пойдем посмотрим. Ну, вымотки нету, ребят. Но кто-то же сдернул, правильно? Кто-то сдернул. Само же не могло оно сдернуться. Сразу почищу. Мелочь. А удочек не брал, ребят, вообще. Чтобы соблазна не было. Угу. Пустой крючок, ребята. Соответственно, мне кажется, надо смотреть все. Пустой крючок возле берега. Кто-то обдолбасил и не попался. Ну, он даже не вымотал. Ладно, насаживаю. Кто-то обдолбасил. Блин, ну я хочу харюза, ребят. Елец, плотва мне не интересно, что попадется тут. Я хочу харюза на грамм 300-400. И больше нам никого не надо. Блин, куртку снимал же. Червей подморозил, ёк-макарёк. Андрей Викторович, как ты так-то забыл, что ли? Черви же у тебя. Потеплело, да? 15 градусов потеплело, блин. Уже по 2 буду насаживать. О, связь. Как будто жик-жикнул телефон. Так, червей греть сразу. Иначе проиграем, блин. Иначе проиграем, ребята. Пройдусь по экранам. Изначально червей сейчас отогрею. Экран-то по-другому клюет. Экран, кстати, можно тоже подвешивать на веточку. И поклевку тоже можно наблюдать, по идее. Ну, просто я видел, рыбачат так. Блин, чашки надо было взять же, были у меня, чтобы вот этим не заниматься. На экран надо чистить лунку хорошо, чтобы не путалась потом. Так, ну что. Ух ты. Есть, ребята. Елец. Есть рыба. Хороший елец. Достойный.
Рыбешка есть. Блин. Значит, ходят. Ну что, второй. Есть рыба, ребята. А нет. А есть, да. Просто с травой, блин. Опа. Хорезок, ребят. Ха-ха-ха. Хорезок небольшой. Есть харис. Небольшой, ребят. Но с экрана уже не буду отпускать уже. Бесполезно. Блин, а тут травы столько, что ли, прет или что? Хорезок, это уже хорезок, ребята. Ну, блин, здорово, а? Андрюха. Классно. Ну, такой экран надо чистить, ребята, потому что туда рыба не залезет. Рыба тоже не дура, не бегает туда-сюда. Она видит, все равно чувствует. Так, ну слушайте, значит, донки надо проверять. Не знаю, или в траву попал, или так тянет здесь трава. Так, третий, на противоположной стороне. Ага. Ну, вот здесь у нас грязище. Тина идет. Здесь у нас грязь. Так, ну вот четвертый, самый береговой. С этой стороны. Что тут у нас? Да, река здесь капризная, ребят. Очень капризная. Я бывало здесь экраны ставил, удочку ставил. Ночевал здесь, поклевки не видел. Вот здесь, ближе к берегу, есть ребейка, ребят. Сорожка. Вот здесь она получается. Ну, тоже что, одна. Ну, хорошая. Пойдет. Ну, слушайте. 4 экрана, 3 рыбешки. Почти на каждом. То бишь, с голову я уже не помер здесь, ребят. Уже поймал бы себе на уху. Так, ладно. Буду проверять, ребят, я донки. Потому что, мне кажется, поела мелочь. Так хореза мы не поймаем. Опа. Да что ты цепляешься? Потом в воде-то он оттаивает. Нормально. Так, ну что, погнали до этот берег посмотрим. Вот здесь экран. И лес попался. Там у нас донка, следующий хорезок. Сейчас глянем в эту сторону. Опа. Тихо. Не бодайся, не бодайся. О, кто-то дергает, ребят. Прикиньте, в руку. Я вам серьезно говорю. Сход. Рыба была. Не крупная, но была. Кто-то дергал. Пока я, блин, чистил. Хе-хе. Слушайте, ну что, прикольно. Мелкая, походу. Так, ладно. Добавим. Мы все-таки крупного хотим поймать. Тоже, блин, объедена. Мелочь какая-то. Тут рыба, ребят. Кто это у нас? Елец. Ельчик. Ладно, возьмем. Сегодня у нас такая рыбалка.
Ну, мелкий. Крючки-то крупноватые. Поменьше бы крючок, ребят, другое дело. Но я не стал уже переделывать. Сказал, это донки у меня под другую рыбу и под другую речку. У нас задача поймать крупного. Так. Тут с краю хапнул. Интересно, блин. Ну вот, ребят, успел я пробежать. Получается, наверное, на двух только черви были живые, а на остальные как бы все обгладано. Мелочь. 3 ребейки на экран и 1 ребейка маленькая на донку. Была поклевка и был сход. Ну, походу, такой же елец. Телепонькался там. Ну, слушайте, ничего так. О, рыба уже окочурилась. А я что-то хожу тут деловой. Холодно, говорю же. Вон какой елец, ребят, здоровый. И у нас уже первый жиганец. Пахнет огурцом. Так, ну вот. Первая проверка. Пока, так скажем, 1-0 в пользу экранов. Рыбка есть, ходит, но не берет. Хотя пожевано. Имеет место быть, приехать порыбачить. Можно было спокойно с палаткой приехать, расставить также донки, сесть на удочки и сидеть кайфовать. А не какой-то избушкой заниматься. Весь прокоптился. Ну да ладно. Я в целом как бы в большей степени-то развеется. Интересно. Ладно, ребят, еду на избу. Сейчас переставлю экран один в эту сторону. И едем на избу, темнеет. Рыбка есть. Ждем Харюза, ребят. Прибыли. Вот так, ребят, прибыл на избу, как и сказал. Плачет. Весь стол сырой. Блин, здесь оставлял у меня зарядки. Залило все. Так, ладно. Ладно. Так, червей. Червей здесь. Что, блин, чуть не проиграл. Так, надо будет сейчас убрать все тут. Матрасы вот эти верхние, которые сырые, разложить их, чтобы они сохли. Но у меня с собой коврик, ребят, спальник. Получается. Везде газ, блин, горелка, подушка. Так что мне не понадобятся эти вещи. Чисто матрасы положить и на них лечь. Освещение чисто на фонариках, ребят. Подвесил фонарики. Мне хватит. Подложил, печка почти прогорела. Ну, время только 3:30. 3:30. Сейчас мы тут ее протопим, хорошо будет. Промерзла, конечно, капитальная изба, блин, жесть. Так. Распаковка, говорит, да? Распаковочка. Кваску взял. Но квас не замерз. Довез. Нормально. Матрена. Будем кваску пить. В избе всегда пить охота. В общем, ребят, конфеты. Тут у меня хлеб.
чаем. И салатик. Блин, салатик. Ну, сейчас салатика перекусим. Кушать охота. Сель под шубой. Юля наделала вчера. Блин, завяжут, так завяжут. Хрен развяжешь. О, ребят, специально для меня. А я что-то вообще не заморачивался, ребят. Так, чуть по чуть. Приятного аппетита, как говорится. Все, на улице потемнело. Капитально прям. Холодненький. Красота. Блин, наконец-то эти морозы, ребят, спали. А что толку людям на работу, детям в школу, в садик. Вот так вот. Вторые морозы у нас уже такие капитальные, под 40. Первая волна была, потом потепление. И вот сейчас на Новый год. Ну, в принципе, что грех жаловаться-то? Зима должна быть зимой. Январь месяц. Раньше, помню, месяцами мороз стоял. Активные дни были, в школу не ходили. В феврале пурга. Снега по бубенцы. А тут вон январь. Снега там и пели по колено вон. Жесть. Что там печка у меня? Ну вот, ребят, покушал, перекусил, потолки сырые все. Здесь уже более-менее подсохло. Здесь еще тоже все сырое. Все стены сырые.
Сейчас будем топить. Так, что-то посмотрел, что тут интересного есть. Постоянно что-то добавляется от термоса. Кружка. Соли столько. Тут соль. Там 2 пачки. Там пачка. Убрать бы сюда. Солонец сделать. Не знаю, тут как будто рыбу столько бочками ловят. Не знаю. Ну там все загадено. Мышами, ребят. Здесь по-хорошему убрать бы все. Ну, тоже раз в год сюда приезжаю. А хозяин есть как бы. Так что тоже. Вот здесь бы по-хорошему сделать. Вот. Тут неудобно. Так-то нормально. Брус хороший. Парнишка здесь запенил. Здесь все открыто было. Такая щель там была. Он все с пеной сделал. Молодец. Сейчас потеплее стало. Вот. Ну и печка тоже. Я вам уже говорил, что здесь вот так идет. Получается. Дверка сломалась, сюда или печь, или заварить как-то. Вот. Так-то вон здесь получается батарея на батарее лежит. Кстати, нормальное решение, да, ребят? На батарейке бац. Сейчас хрен найдешь, все поздавали нафиг. Ах. Окно замерзшее еще. Ну что, понятно, тут бедолага она стояла. Все, вода еще, ребят, видите, везде вода. Все капает. Сушить и сушить. Ну, я переночую, она высохнет. Более-менее будет. Кто-то здесь побывал в гостях. Приеду. Все равно кто-нибудь сюда. Так-то. Вот. Балдеем, что. Что делать, да? Скучно? Да на самом деле не скучно. Нормально. Я что-то даже так подустал, ребят, не знаю почему. Говорю, блин, столько дней дома, наверное, из-за этого, что ли. Опять 4:30. Я, наверное, часиков 6 съезжу. И, может, в 9 посмотрим. А потом буду отдыхать. Связи нету, ребят, чтобы вы понимали. От слова совсем. Даже не позвонить. Ну, на речке можно позвонить, дозвон сделать. Надо, кстати, будет. Поеду потом сейчас проверяться, да. Позвоню, скажу, что все хоть нормально. Хоть нормально. Что доехал, все хорошо. Заправиться, кстати, надо будет сейчас перед выездом. А то у меня был такой момент. Ну, бензин как бы есть всегда с собой. Ну, сани выгрузил. И поехал тоже что-то жерлицы проверять. Ну, на реке стоял. Палатка здесь, а жерлицы там в районе 5 километров расставлены. Ну, не 5, 3 точно. Как бы здесь немножко, там комбайны, там немножко. И что-то поехал. Фрейрок. Уже обратно возвращался и, короче, бам-бам-бам-бам, высох. Че, попер 2 километра по буранке до табора за бензином, потом обратно. Погулял заодно. Так, надо заправиться, не забыть. Ну или канистру кинуть в модуль вперед, чтобы там каталось. Так-то, в принципе, и есть. По-любому есть бензин. Но все равно буранку топтал, дрова там катался, искал, да, дорогу. Так что непонятно еще какой расход-то. По буранке-то понятно, свой расход. Ну, тоже техники хоть немножко дал просраться. Бедолага стояла замерзшая вся. Сегодня утром бук-бук-бук заводить. Примерзла техника тоже. Хоть и в гараже стояла, но понятное дело, столько дней не заводили ее. Все равно масло понемножко подмерзло. А так, не знаю, ребят, что. Попозже приготовим ужин. И уготовить не надо, там согреть только. Снег растопим в котелке. Банку туда кинем. Или можно прям так на печке его согреть, да и все. Так сделаем. Салатик поел, хорошо.
Даже так, знаете, как будто прикимарить охота. Ну, не надо. Надо меру знать. Потому что лучше ночку поспать, как бы так более-менее. Но все равно вставать придется, потому что топить надо будет, ребят. Это не дом, все равно вы не думаете, кто, допустим, не ночевал, не понимаю. Но есть, конечно, избы там капитальные. Здесь так себе. После морозов изба тем более промерзшая вообще. Так что вот, и пока стенки начнут тепло отдавать. О, сколько время провело. Холоднющие. Лавки вон все холодные. Такие дела, ребят. Ну, круто. Вот так съездить, это тоже кайфово вообще. Понятно, говорю, там на зимовьем мужики ездят, там что только нету, и генераторы, и холодильники, и телевизоры сейчас, как дома. А здесь так, по-спартански, нормально. Квасочек у нас. Холодно, ребят. Будем пить, кайфовать, в общем. Пообщаемся, может, подужим что-нибудь. Сегодня на сухую. 100 грамм нету, ребят, не думайте. На чайку чисто. Что-то желудочек у меня, говорю, что-то траванулся, блин, чем-то. Надо немножко восстановить. Так, хотя бы. Да и то, вон, салаты вот эти тоже, в принципе, не надо кушать. Там селедка и майонез. Такое себе. Надо что-то попроще. Вот. Ладно, что, сейчас с матрасами разберусь здесь. Раскидаюсь, блин. Матрасов здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 матрасов, там пару каких-то одеял. Нары, ребята, да. Тут можно человек 6 уложить спокойно, 7. А вот посидеть мало места. Так что вот так. Ладно, печурка топится, красота шумит. Древишки щелкают. Тч-тч. Кайф. Фу, ребят, чуть не уснул даже. 7 час. Снежочек вроде как прекратился. Ну, нормально кропальнул. И ветер успокоился. Ну, подмораживает как будто. Блин, выходишь, аж пара залетает. Градусов 17, наверное. Всю технику заправил, хотя можно было не заправлять. Ну ладно, береженого Бог бережет. Поехали проверяться. Посмотрим, что там у нас за 3 часа. Снежочек валит еще, ребята. На волков бы не наехать, ё-моё. Они любят по буранкам гулять. Ну
Вот, на яму прибыл, ребята. Пугался так, блин, шуруповерт же у меня светится, это отражающий. Блин, снежочек-то нормально, ребят, крепит. Ну что, потеплело. В крайности же. Если мороз, так мороз. Если тепло, так... Так, ну что у нас? Светоотражающих-то нету. Так. Ну, флажочков, друзья, я не вижу. Но будем проверять все, что. Начну сейчас с экранов. Флажков не видно, да их, блин, и засыпает капитально причем. Надо веточки срубить. Иначе не увижу ни хрена завтра. Вот такие дела. Что, будем смотреть? Начну с экранов, ребят. Вон, смотрите, это вот, это который я перебурил экран, в эту сторону поставил. Еще бы немножко и все уже. Не увидел бы. Так, ну посмотрим сейчас. Переставил, да что, толк будет. Пусто, ребята. Пусто, выросла капуста. Ну, может, и рыбка не ходит уже, перестала гулять. Ну все. Закапываемся. И палочку, ребят, вставляем. Иначе не найдем.
что, друзья, ситуация следующая получается. Сработок не было. Пожеванных там 3, наверное, крючка было. Остальные все живые, все целые. На экраны ни одной рыбки. Все. Блин, я думал, хоть удвоим. Не, нифига, тишина. А больше не поеду. Такой снег валит. Пока проверял, все, блин, засыпало меня всего. Ну, все обновил, ребята, все насадил, все добавил. Ночью, может, что, кто-нибудь интересный. Хотя, навряд ли. Ну, может, налим какой-нибудь. Или елец такой здоровый. Сок у него вместе. Да ладно, баловство, ребят, что я так... Я, в принципе, понимал, что здесь килограммами кидаться не буду. Охота было поймать одного хорошего харюза. Задача была. Все. Так что 9 часов не поеду. Сейчас 8 час сначала. Подколол дровишек. Все. На ночь, в принципе, мне хватит. На улице еще наколотые есть. Все. И знаете, захожу в избу, и вот все равно вот эта сырость такой, знаете, запах неприятный. Приеду, буду весь пахнуть, вся одежда будет пахнуть вот этой сыростью, такой, знаете, и копченостью, и сыростью, ну, неприятная хрень такая. Ну, ничего, в стирку все. Так что, такие дела. Че? Салата у нас еще есть, ну что, давайте согреем, наверное, борща и покушаем. Что его везли? Покушаем, да что, будем заваливаться, отдыхать, балдеть. Печка прогорела, хотя подкладывал, что-то дрова такие, такой себе полугниловатые и быстро прогорают. Так что погнали. Что-то квас даже и не пил, ну это ночью. Давайте супец. Правда, на ужин суп не идет, ну, что бы нет. На печке не буду, там банки прям согреть, чтобы там не конетелиться. На плитке сейчас сделаю. Красиво и все. Сейчас попробуем. Да бомба, что. Смотрите, сколько мяса, ребят. Угу.
Всем доброго утра, друзья. Я уже проснулся, на улице рассветает. Потихоньку собираем марафет, вещи. Ну, в принципе, что, уже все упаковал, подвесил уже матрасы, убрал постельное место, сумку, холодильник. В общем, 9 час, ребята, рассветает. В 7 часов выходил, вот только-только начал рассветать. Прилетели два рябчика, свистели здесь, прямо у избы. Ну, не увидел. Ночь такая себе, ребят, я бы сказал. Потому что спал очень мало, не мог уснуть, маялся, мучился, блин, вообще, как будто бы, не знаю. Ну, во сколько, в 8 где-то я прилег, до 11:30 я вот все валялся, не мог уснуть. Валялся в телефоне, что-то там, интернета-то нету, понятно, там что-то музыку послушал, фотографии там. Вроде как отрубился в час, на 1:30, ребят, я проснулся, у меня тянет нога правая, крутит прям вообще. Погода менялась, и вот может быть из-за этого. Короче, правая нога вообще крутила, что-то тянет ее. Такой дискомфорт, блин. Благо с собой сумка, есть таблеточки, обезболивающее выпил. Вроде как подпустило. Ну и до 4, ребят, что-то я провалялся вот так. Потом вроде как подуснул. Тоже часик там, потом вставал, все равно печку подкладывал. В общем, сейчас, ну, 2-3 часа, если поспал от силы, то нормально. Да, в принципе, хватает. С ночевкой ездишь, что так же спишь, в принципе, нормально. Изба только-только, ребята, только-только вот прогрелась, грубо говоря, вот под утро вот сейчас. Стало давать тепло, уже не таким макаром топишь. Вот она уже не капает, все высохло, потолки, все, полы даже высохли, ребята, если видно, конечно. Ну, короче, вот только сейчас вот можно в ней комфортно балдеть. Потому что изначально я топил, чтобы она сохла, просыхала, чувствуется в избе такая влажность. Вот, а сейчас вот уже она уже дает тепло, уже запах дерева, какого-никакого. В общем, здесь вот сейчас вот ночевать самый кайф, вторую ночь. Я заехал, конечно, вообще в ледяную избушку. Была, говорит, избушка такая, стала ледяная, да? Ну ничего, в принципе, нормально. Окно даже оттаяло, ребят. В общем, собираюсь еще, не буду терять времени. Поехали, смотрим, что у нас там получилось. Как раз утро, в принципе. Ну, мне кажется, ночью рыба не выходила, если в час в течение дня, но за 3-4 штук, ребята, сидеть тоже не вижу смысла. Потихоньку будем топтать дорогу до дома, потому что замело, мне кажется, по полями замело. Так что все, я собираюсь, ребята, и погнали. На улице где-то градусов 15, ребят, может 17. Ну, нормально, спокойно. Ветра практически нету и снега. Хотя вчера вот вечером буря была. Все, оставляю избу, ребят. За мной порядок. Ну, немного лучше, чем было. Оставил на улице дрова. На растопку дровишек есть. Все, и в принципе как-то так. Оставил конфеты, 3 штуки подвешенные, и немножко газа, потому что кроме соли здесь ничего нету, а вот спичек даже нету. Ну, так, чтобы было. По поводу пилы, кстати, ребят, никогда не заносите в теплое помещение, разогревать ее. Я бывало проигрывал так. Ну, если она снежная, думаю, оттает. Частички воды остались, и потом пришлось сушить.
Так что лучше она пускай будет вот так, но она будет работать. Все, едем. Все, изба, спасибо за гостеприимство. Все было круто. Ну, в этом году, скорее всего, я здесь уже не буду. Так что до следующего Нового года. Спасибо. Ладно, братва, едем. Гоним. Ну, бураночка подстыла. Здесь я накатал уже, конечно, целая трасса. Сейчас утрянка, ребята. Сейчас, в принципе, можно кого-нибудь, птичку какую-нибудь посмотреть. Рябчики уже в гости прилетали. Косачков бы увидеть. Было бы круто. Здесь такие места, березняки, как бы. То, что они любят. Но почему-то я их не вижу. Добрался, друзья, я на реку. Но, к сожалению, флажков нету. Получается, мы за рыбалку видели всего один, да? Ну да. Я так думаю, мало ли налимчик какой клюнет. На харюза понятно, рассчитывать на ночь смысла я не вижу. Харюз, скорее всего, ночью не гуляет, не берет. Вот по утру, может, что. Ладно, буду смотреть, что мне сейчас сидеть, что ли, здесь. Начну с экранов, ребята, и погнали. Посмотрим, что у нас за ночь. Да и то, что вот мелкая рыба оживала, флажок не поднимает. Для нее это, ну, тяжело. Все-таки это более на крупную рыбу. Я рассчитывал как бы на крупного харюза. Ну ладно. Так, ребят. С харюзом у нас беда. Так что понятие было. Ну, я смотрю, снега-то не особо. То, что я вот поднял, засыпал жерлицы. Вот по ходу снег потом прекратился. Я выезжал в самую бурю, значит. Ветки повтыкал на экран. Думал, потом веревку не найду. Ладно, поехали. Пусто. Так, ребят, ну я, наверное, не буду что тут каждого вам снимать, что-то комментировать, показывать. Если что-то будет, будет. А так снимаю. Но мне кажется, ничего, ребят, потому что экраны пустые. Соответственно, рыбка не ходила, но ну, может, тут где-то пожевано максимум. А так, чтобы что-то здесь смотреть, вон, не знаю, какой-нибудь еж попадется. Да, беспонтово, конечно. Не поймали мы на 500. Маленького поймали, но на 500 нет. Ладно, все, я сматываю каждую. Пакуем и поедем домой. Дорога будет интересная, мне кажется. Красивая. Снежку поднавалило. Опа. Ну ничего, доночки еще у нас поработают эти. Ну вот, все, собрал, ребята, доночки. Ну, там 2 только поедено было. Туда ближе к перекату. Остальные на яме все, как вчера насаживал, такие есть. Короче, рыба вот реально выходит там буквально, не знаю, на минут 15. Успеешь. Ну, вот так как-то. Мне каждый год, в принципе, ребят, здесь такая рыбалка. Я всегда здесь 3-4 штучки ловлю, вот, ну, вот на эти новогодние праздники.
на эти новогодние каникулы. Да и еду, в принципе, не за рыбалкой, а вот именно так кайфануть, просто развеяться. Здесь очень тихо, ребята, по-своему, знаете. Я, в принципе, доволен даже. Ну, не попалось, как бы. Задача не в этом была. Да, хрюска, конечно, бы охота была, если попалась. Мы бы на избушке приготовили, мол, скоросовочку бы. В принципе, вот такая задача была. Ну, ладно. Буду выезжать, братва. Все. Впереди у меня... ну, экспедиция не назовешь, потому что экспедиция это как-то, наверное, более, когда ты куда-то забираешься, там, тяжелые проходимости. А здесь у меня, ребят, такая лайтовая дальняя рыбалочка будет. Не знаю, еще у меня чуть меньше недели для сборов. В принципе, у нас сейчас сегодня уже опять холодает, и дальше больше опять 35. Короче, если на дневную рыбалочку, может, на балансирчик, может, на лисеночку, что-то так, как ушка, охота порыбачить. Может, слетаю, если желание будет. Если нет, то, в принципе, уже никуда не буду уезжать, потихоньку собираться. Вот. Все, домой, ребят, сейчас через деревню буду проезжать. Заеду к Лехе, навещу, как там он. Созванивался, в принципе, Новый год. Даже, говорит, не гулял, говорит, работает. Что-то занимается дровами. Ну, молодец, в общем, красавчик. Навещу рыжего, эту рыбку, ребята, дам ему рыжему коту. Леха не ловил ничего сейчас по-любому, а рыжая рыбу очень любит. У меня кошка не ест. А здесь как раз коту будет прям ништяк. Все, домой, ребят, давайте всем удачи в новом году, хороших рыбалок, трофейных, ну и хорошего отдыха. Помимо рыбалки, ребят, не забывайте наблюдать красоты, отдыхать душой и быть более гормонально успокоенным, потому что на канале, говорю, такой безик творится, ужас. Будьте проще, ребята, и люди к вам подтянутся. Все, давайте, я погнал, ребят. На связи.